Итак, тем, кто пытается язвить в комментариях по поводу того, чем я занимаюсь, ну, чем зарабатываю на жизнь. Это в большей степени это касается чеченцев, потому что именно чеченцы пытаются вот так язвить. Послушайте меня очень внимательно. Я очень сильно уважаю свой народ. Я верю, что мой народ достоин лучшего, прекрасного и самого-самого-самого в этом мире. Поэтому считаю, что человек, который занимается общественной деятельностью, должен служить примером. А к какому примеру вы призываете? По-вашему, человек, который занимается общественной деятельностью, должен чем заниматься? Как этот человек должен существовать? Или он должен делать какие-то разного рода схемы, где там потом выдают нам, как будто они Кадырова обманули и там забрали у него каким-то образом там миллион, не знаю сколько-то там, миллион, в общем миллионы. То есть вы предлагаете вот таким хитрецом быть? Или же вы предлагаете, чтобы за то, что человек ведет общественную деятельность в плане Ичкерии, ну, имеется в виду, в их понимании, оппозиционную деятельность, должен выставлять реквизиты и просить у вас, у общества, у вас деньги на пропитание, там, на квартиру, на интернет, на прочее. То есть вот это вы предлагаете человеку, который занимается общественной деятельностью. Или все же мы вернемся к тому, что мы чеченцы, у нас есть совесть, у нас есть гордость и прочее. И чтобы не просить ни у кого деньги, чтобы не позориться и не выставлять какие-то реквизиты для того, чтобы ты якобы ведешь деятельность и тебе все должны. Я выбираю быть даже в таких вопросах независимым. И я зарабатываю себе на жизнь тем, чем я умею. То есть я занимаюсь строительством. И вот это мое занятие, мой бизнес строительный, дает пропитание мне, моей семье и дает возможность мне, независимо от кого, заниматься общественной деятельностью. Я считаю, что именно так и должно быть. И я прошу у Всевышнего, чтобы он не оставил меня в таком положении, где бы мне пришлось бы выставлять свои реквизиты и просить у вас помощи. Да убережет меня и мою семью от этого. И каждого уважающего себя чеченца. Да, ты мадо это или. Повторяюсь еще раз. Общественная деятельность, которую я лично веду, она абсолютно независима. И будет независимой до тех пор, пока я живу этой жизнью. И Всевышний всегда, до тех пор, пока мой срок не закончится в этом мире, будет давать мне риск пропитания в этом мире. Поэтому давайте вы будете вспоминать, что вы чеченцы, что у вас есть гордость, совесть, и что нам, чеченцам, человек должен служить примером, а не человеком, который из-за того, что он якобы ведет какую-то общественную деятельность, которая подвержена риску, мы ему должны платить. Так не должно быть. Система ценностей, у чеченцев, она не такая. Мы не должны платить человеку за то, что он ведет какую-то общественную деятельность. Мы не должны ему. Он должен служить примером. А какой пример, с вашего позволения, дает тот или иной сегодняшний блогер? Какой пример он дает? Делать какие-то схемы и у врагов чеченского народа вытаскивать деньги или выставлять реквизиты и просить у вас помощи? Делать ему дует или его аха волос, делать ему дует или
Да убережет меня Всевышний от такой участи. Я очень сильно опасаюсь этого. Я готов заниматься уборкой, подметать улицы, что угодно делать физической работы. Главное, чтобы не допустить вот именно вот этого. Дәлірді оқчықам. Дәл си дол шлатты ол оқчықам. Тығын жем ирч алды ойға.